сотворил Бог прежде создания человека мир ангельский. И наделил Бог ангелов величием ума и красотой. И возвысил Господь над ними знанием и великолепием ангела, имя которому дал Деница, что значит свет зари. И прославили силы ангельские премудрость Творца своего, и воспели с ликованием песнь ему. Но не удержало сердце Деницы в славословии Господнем. Возомнил он себя достойно быть превыше Бога, самому быть Богом. Дерзнул в гордыне выступить против Создателя своего, увлек в мятеж других ангелов и утратил светлость одежд своих, лишился величия имени своего и в злобной зависти обрушился на человека, дабы и его клеветой сатанинской отвернуть от Бога. Раскол – это всегда бедствие в церкви, потому что от этого страдают люди. Раскол – это богопротивная вещь, и не случайно святитель Иоанн Златоуст говорит, что раскол не смывается даже кровью. Мы переживаем страшную трагедию, раскол православия в Украине. Мы молимся, чтобы Господь помог образумиться тем, кто откололся от нашей церкви, чтобы они пришли в разум истины, и вместе с тем народом, который пришел к ним, вернулись на путь, который действительно ведет к спасению и к славе Божией. Избранием и искусом боголюбезнейших архиереев и всего Церковь Христова была основана Господом нашим Иисусом Христом в день Пятидесятницы, когда на апостолов снизошел Дух Святой. Апостолы же через возложение своих рук передавали благодать Святого Духа поставляемым ими епископам и пресвитерам. Будучи вначале малой, с горчишное семя, по образному сравнению Христа, церковь постепенно выросла в великое дерево. С пришествием в мир Спасителя в созданной им церкви утратила свою силу разобщенность людей по национальной принадлежности и социальному положению. Истина, которая зиждется на божественном откровении, как все учение церкви, так и учение о самой церкви и ее сущности, свидетельствует о том, что церковь есть Христова, апостольская, соборная. Та церковь действительно, которая сохраняет апостольскую преемственность, которая законные таинства и все священнодействия. Такая церковь существует для спасения людей, и она руководит людьми по пути, ведущему к этому спасению. Путь к спасению в единой святой соборной и апостольской церкви был указан нашим предкам великим равноапостольным князем Владимиром. В 988 году он крестил Русь, приняв божественную благодать от Константинопольской церкви, основанной святым апостолом Андреем Первозванным. 1000 лет во спасение проповедовалось на нашей земле Слово Божие. И дана была человеку воля выбора. Побеждающему грех дано было упование на жизнь вечную, а согрешающему время каяться. Через множество искушений прошел наш народ, и отступление от истины каждый раз становилось причиной ожесточения, раздоров и несчастий.
Всякий раз по благодати Святого Духа народ наш находил в себе силы к раскаянию и осознанию своих заблуждений и возвращался к любви в Господе нашем Иисусе Христе. В июле 1988 года православная церковь праздновала тысячелетие крещения Руси. В Свято-Троице Сергиеву Лавру, где проходил юбилейный поместный собор, съехались представители клира и мирян ото всех епархий Русской Православной Церкви, а также представители всех православных поместных церквей. 1000 лет пред очами Твоими, Господи, яко день вчерашний, говорит псалмопевец. Крещение Руси – это день духовного рождения православного русского народа. Крещение Руси – это день исторического рождения Русской Православной Церкви. Крещение Руси – это начало истории Святой Руси. Весьма знаменательно, что подготовка к празднованию тысячелетия крещения Руси совпала с глубокими изменениями в советском обществе и государстве. Мы все являемся свидетелями того, какое позитивное влияние они оказывают на положение церкви в нашей стране. Отделение церкви от государства не означает, что церковь находится вне общества и не может сыграть позитивную роль в решении проблем, которые волнуют всех советских людей. Ситуация была довольно сложной, потому что правительство все время акцентировало свое внимание на том, что это сугубо церковный праздник, и государство не должно вмешиваться в это празднование и принимать какого-либо участия. Пусть церковники отмечают свой юбилей. Изменилось все только уже за короткое время перед самим юбилеем, когда тогдашний Михаил Сергеевич Горбачев принял патриарха и членов постоянных Священного Синода Русской Православной Церкви и сказал тогда, что праздновать будет весь народ, кто захочет в этом празднике участвовать. И это действительно изменило сразу в корне всю подготовку, и все пошло совершенно по-другому. Действительно, этот праздник был всенародный, торжественный и радостный для верующих людей. По окончании поместного собора юбилейные празднования переместились в Древний Киев, колыбель православия на Руси. Проходившие повсеместно торжества показали, что никакие гонения на церковь не смогли уничтожить в нашем народе веру, утвержденную святым князем Владимиром. Тысячу лет назад Русь вошла в семью православных народов. Празднование этого события стало торжеством единства во Христе, превосходящим всякое национальное и географическое разделение. В честь тысячелетия крещения Руси во Львове на площади перед Свято-Георгиевским собором состоялась торжественная литургия, которая засвидетельствовала силу духовного подъема нашего народа. В Ивано-Франковской епархии был организован крестный ход, направившийся во вновь открытый монастырь в Гошеве. Участники молитвенного шествия преодолели расстояние почти в 80 километров, на протяжении которого к ним присоединилось до 40 тысяч человек. В Гошеве когда-то хранилась чудотворная икона Божией Матери Гошевской. И поэтому я заказал в Москве копию Гошевской иконы Божией Матери, поскольку никто не знает, где она делась, куда ее вывезли из Гошева. Привезли ее в Ивано-Франковск, осветили мы на площади перед собором и начали крестный ход. Я был поражен, что уже первый день выхода с Ивано-Франковска за мной шло 7-8 тысяч народа. На протяжении 80 километров были отдельные дни, когда в крестном ходе участвовало до 40 тысяч человек. Впервые народ шел, пел духовные песнопения всю дорогу. Подъем был необычайный, я бы сказал. Это было как бы воскресение веры. Как бы народ возвращался в свою историю
православия на Украине. Торжества были удивительные, без слез нельзя было и переживать. Духовенство, народ, все искренне, все живо участвовали в этом событии. Я в некоторых службах участвовал, храмы не вмещали людей, дворы церковь не вмещали людей. Все как Пасха была. И никто ни о чем не заикался, ни о каких разделениях. Но, наверное, кто-то уже думал об этом, чтобы разделить этот народ. Причина всякому расколу одна. Это сатанинская гордость, это желание властвовать и разделять, это желание вести по своему нраву, а не по нраву Христову, Церковь Христову. И это всегда было в основе всех расколов. В 1054 году произошел самый трагический раскол в истории христианства. Стремление римского папы к главенству над всеми другими церквами, а также ряд вопросов вероисповедания легли пропастью между православием и католицизмом. С этого момента четко определились две различные позиции христианского мировоззрения. Желание взять в свои руки светскую власть и покорить себе все народы привело Рим к насаждению веры огнем и мечом, используя лозунг «Цель оправдывает средства». Крестовые походы, инквизиции, расправы над инаковерующими стали нормой средневековой Европы. Позднее, в более цивилизованном мире, их заменила политика иезуитских интриг. Можно предполагать, потому что Запад и до того, и в то время, и думаю, что не погрешу, если скажу, в настоящее время, не заинтересован в единстве православной церкви. Это еще осталась единственная сила, которую не разорвали на куски, не разделили до конца. И этого единства просто боятся люди, которые имеют большие политические планы и мечты наполеоновские. Мы заметили, что после визита Михаила Горбачева в Рим, буквально чуть ли не на другой день у нас резко ухудшилось состояние православия и резко, так сказать, приняли какую-то такую силу, недобрую силу, вот, в частности, греко-католики, униат. Наступательная позиция Рима в отношении православия не прекращалась на всем протяжении истории Украины. Еще на заре крещения Руси римский папа посылал в Корсунь посольство, чтобы отговорить князя Владимира от союза с православной Византией. В 1596 году, когда Украина была под гнетом Польши, состоялась Брестская уния, провозгласившая так называемое объединение западных и восточных христиан под главенством Папы Римского. В середине XVII века святитель-митрополит Петр Могила писал: «Восточная церковь всегда просит Бога о соединении церквей, но не о таком соединении, какова нынешняя уния, которая гонит людей к соединению дубинами, тюрьмами, несправедливыми процессами и всякого рода насилиями. Такая уния производит не соединение, а разделение». Они начали требовать властей, чтобы их регистрировали общины, чтобы им отдавали храмы. Власти здесь местные особенно. Они тоже вспомнили, что они униаты, вспомнили, что у них есть какие-то претензии к власти имущим на то время, к союзу. На Украине очень, особенно в Западной Украине, очень было уже расшатано вот эти государственные устрои. И это сказывалось на церковь. Начали приходить в церковь всякие миссионеры,
всякие проповедники национальных идей, так званых. Вот. И они нас понуждали, заставляли, чтобы мы Лавру сделали рассадником украинской мовы. Я говорю, у монастыря совершенно другие цели и намерения, и предназначения. Мы должны насаждать духовную культуру людям, которая общая для всего человечества. А мова – это уже ваше дело. Как вы будете там и насаждать, это ваше дело. Тут живуть кріпаки. Діти козацькі забули свою мову, забули свою віру, забули, що це воля з такого могутнього народу. В XVII веке казачество во главе с Богданом Хмельницким вело освободительную войну против Речи Посполитой. В 1654 году Украина разделилась на две части. И левобережная с Киевом присоединилась к России, причем одной из причин присоединения к Москве было ее православие. В епархиях, оставшихся под Польшей, продолжались бесчинства, свидетельства о которых сохранились в судовых актах тех лет. Неожиданно в монастыре появился помещик с униатами, вооруженными слугами и разъяренной толпой фанатиков. Без всяких объяснений, побоями и угрозами они изгнали иноков и передали монастырь во владение униатского епископа. Когда я служил в соборе Свято-Воскресенском, это бывший собор униатской церкви, который я привел в порядок, потому что он был очень запущен. И когда я приехал туда в 1982 году, и когда в середине литургии я замечаю, мужчины, которые совершенно мне неведомы, не ивано-франковцы, начали заполнять собор. Это были люди со Львова. И вот стали раздаваться крики во время богослужения. «Макарій, убирайся геть, це наш собор, віддай нам собор». Я дослужил литургию до конца, потом вышел к ним и говорю, если вы не уберете собора, я остаюсь здесь и объявляю с данного времени голодовку. Макарій просив їх, щоб вони вийшли, закрили храм. І нас 5 чоловік закрили в храмі. Так ми 3 суток сиділи в храмі. Макарій, Олейка і ми всі 3. Так, аж потім така навала була всю ніч, що вони камінням кидали у вікна, в двері ту, і казали, що вб'ють, машину перетягнули. Там ходили определенные личности, которые говорили, що якщо ми Макарія уб'ємо, то нам нічого не буде, каже. Тому, що нам оці дали розрішення і дали нам, як кажуть, відпущення гріхів. Потім я, вже в кінці голодування, решил послать телеграмму папе Римскому. В этой телеграмме я указал на эти безобразия, на ту ненависть, которую таят в себе униаты к православию, на то, что они насильно захватывают наши храмы. Я просил папу успокоить их, чтобы они снова стали действительно христианами. Но ответа я никакого, на жаль, не получил из Рима. Развал Советского Союза активизировал интерес Рима к Украине. К исходу 1989 года греко-католическая церковь получила законный статус, чему немало содействовало дипломатическое вмешательство Ватикана. Для продвижения на восток, как это бывало уже не раз во время политических нестроений, католическая церковь использовала униатов. Во время Второй мировой войны, оправдываясь благородной целью, борьбой за свободу Украины, уния активно сотрудничала с фашистами. Униатский митрополит Иосиф Слепый требовал от верующих и духовенства поддержки немецко-фашистских захватчиков. Митрополит Андрей Шептицкий лично благословлял профашистские молодежные организации, созданные по всей Галичине по типу Гитлер-Югент. Всемогучого і всемилостивого Бога починається нова епоха в житті нашої батьківщини. Побідоносну німецьку армію
вітаємо з радістю і вдячністю за освобождення від ворога. В тій важній історичній хвилі взиваю вас до вдячності для Бога, щоб Всевишньому подякувати за все, що дав, і упросити потрібних ласк на майбутнє. Кожний душпастир відправить у найближчу неділю благодарственну богослужбу, а по пісні тебе богохвалим несе многолітствія побідоносній армії німецькій і українському народові. В 1946 году во Львове состоялся собор униатского духовенства и мирян во главе с протопресвитером Гавриилом Костельником. На соборе было принято решение о ликвидации унии. Остатки церкви оказались в глубоком подполье. Часть духовенства и мирян выехала в эмиграцию. В конце 80-х на фоне движения за независимость Украины греко-католики вернулись национальными героями-мучениками. Изгонимой украинская католическая церковь, как они тогда себя называли, стала гонительницей по отношению к политически проигрышному православию. Наверное, у них не было предусмотрено, может быть, что с нами делать. Поэтому нас практически изгоняли. В одном из районов нашей епархии староста не хотел давать ключи, его ранили вилами, впоследствии вскоре он умер. Это был один из случаев. Таких случаев было много различных. Мы в этом увидели что-то нечеловеческое. Мы помним тех людей, которые были на празднике, и тут вдруг видим эти лица, и, знаете, просто было страшно. Сьогодні страйками, демонстраціями, пікетами нікого не здивуєш. І все ж вир релігійних пристрастей у західному регіоні республіки усіх нас глибоко хвилює. В эпоху гласности и демократизации всех сфер украинского общества, стремительного роста национального и религиозного самосознания народа, патриарший экзарх всей Украины митрополит Киевский и Галицкий Филарет занял категорическую позицию по вопросу легализации униатов. Приверженцы унии по-прежнему неискренни в своих суждениях. Восстановление греко-католической церкви возобновит религиозную вражду в республике, а также обострит межнациональные отношения. Их мечта не только отделиться от русской православной церкви, но и от единоверного братского русского народа. На это им нет благословения Божия. Когда я был епископом или архиепископом Ивано-Франковщины, я Филарету говорил, что было бы разумно дать разрешение униатам открыть несколько церквей, чтобы выпустить тот пар, ту злобу и ненависть, которая накопилась у них на протяжении десятилетий. И чувствовал все-таки, как бы там ни было, что народ хотел этого. Люди были еще живые, свидетели собора 46 года, которые отсидели, которые были в ссылке, которые были, ну, так сказать, своего рода исповедниками. Жалко только, больно то, что они так озлобились, что они не поняли, что не мы, христиане, этому виной, а та система, которая так-то не щадила и нас. Было собрание благочинных в Почаеве, благочинных с Галичины, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской епархии и Закарпатья. И Филарет бил кулаком в стол и говорил, что никакой унии нет. Советская власть крепка, запомните, унии нет, не было и не будет. Однако уния не только была, но и стремительно возрождалась. Среди западного духовенства все больше распространялось желание отделиться от Московской патриархии. Знамя идеи национальной церкви принимает автокефальный раскол, движение за восстановление Украинской автокефальной православной церкви. Новый раскол начался под своеобразным девизом «Рим нам не батько, але и Москва не мати». Часть автокефалистов искренне верила в то, что таким чином они спасают православие в Западной Украине. Даже мне лично говорили некоторые священники, как бы извиняюсь, владыка, но вы же понимаете, если бы мы остались верны церкви канонической, то здесь бы уже ничего не было. Если бы тогда они не разъединились, если бы были мы все вместе, сообща,
противостояли этой экспансии Запада. Возможно, бы такого бы не было. Но, к сожалению, тогда было трудно держаться. Это когда была эйфория, когда всплеск. Все рушится, союз рушится, основы рушатся, все рушится. И тогда и церковь рушить. Расколы всегда происходили в нестабильное политическое время. В 1921 году при поддержке советской власти в Киеве состоялся Всеукраинский православный церковный собор, состоящий из националистически настроенного духовенства и интеллигенции, на котором не было ни одного епископа. Члены этого собора были запрещены в священнослужении патриаршим экзархом Украины Михаилом Ермаковым. Тем не менее, участники собора провозгласили автокефалию Украинской православной церкви и совершили епископские лжехиротонии протоиерея Василия Липковского, священника Иоанна Теодоровича и других. Так зародилась лжеиерархия, получившая в народі наименование самосвятов. Внаслідок неможливості мати канонічно висвячених єпископів вирішили застосувати спосіб, який практикував лише на самому початку християнства – рукоположення покладенням рук без єпископської хіротонії. Так, першим митрополитом відновленої Української автокефальної церкви став митрополит Василий Липківський. Для жизни любой церкви необходимы определенные границы, в которых бы эта жизнь проходила. Наша церковь, став на путь живого творчества, порвав с неизменностью старых норм церковной жизни, жила вдохновением, энтузиазмом, а не определенными законами. Самосвяты отменили, посчитав устаревшими апостольские правила и постановления Вселенских соборов, утвердив вместо них собственные каноны. Было установлено всенародно-соборное управление церковью, допущен женатый епископат и второбрачие для духовенства. Греческий монашеский устав был отменен, а монастыри должны были превратиться в трудовые религиозные общины. Изменение отношения советской власти и внутренние проблемы автокефалистов привели к тому, что уже к 1937 году были закрыты последние самосвятские приходы. К нам стал приезжать священник из Латвии, отец Богдан Михайлечко. Один раз на Пасху попросил меня одолжить ему священные сосуды. Ну, я одолжил. Вот он сказал, что я хочу послужить здесь. Есть какие-то его люди, родственники, знакомые, которые хотели бы, чтобы он послужил им на украинском языке пасхальную службу. Позже я уже узнал от него же, что он хочет возродить автокефальную церковь здесь на Украине, что есть люди, которые этого хотят, что он ходил с этим вопросом к митрополиту Филарету, но тот его выгнал, или можно сказать, или так грубо оттолкнул. Вот, не захотел даже с ним разговаривать на эту тему, и он взялся за это дело сам. 15 февраля 1989 года при активной поддержке Народного руха Украины в Киеве был организован комитет по возрождению Украинской автокефальной православной церкви, который возглавил священник Богдан Михайлечко. Комитет призвал украинские приходы к выходу из юрисдикции Московской патриархии, а за божественной литургией вместо патриарха Московского и всея Руси поминать Вселенского патриарха Димитрия, на что последний своего благословения не давал. Вскоре основывается печатный орган ОАПЦ, всеукраинская газета «Наша вера. Православие», главным редактором которой стал Євген Северстюк, бывший правозащитник-диссидент. У кожного народу є свій образ християнства, тому що у кожного народу на ґрунті його естетичних вподобань і етичних устремлінь реалізується віра. Але церква – це передусім люди, які приходять, які приносять свою традицію, і приносять співи, і мати навчає дитину, і передається це як традиція з покоління в покоління. Церква настільки органічно зв'язана з життям народу, що з втратою незалежності народ, як правило, втрачає свою церкву, і з боротьбою за свою незалежність народ починає боротися за свою церкву.
19 августа 1989 года первым о своем выходе из юрисдикции Русской Православной Церкви вместе со своим приходом объявил протоиерей Владимир Ярема, настоятель Львовского храма святых апостолов Петра и Павла. Владимир Ярема родился в селе Глидни на территории современной Польши. В рядах польской армии принимал участие во Второй мировой войне. Был в немецком плену. В 1947 году рукоположен архиепископом Макарием Аксиюком во священника. Служил во львовских парафиях Русской Православной Церкви. После ухода в раскол был запрещен в священнослужении и лишен сана. Коли війська радянські йшли вже на німців, німці програли, тоді виявилося, що тут немає українській автокефальній церкви що робити, тому що Сталін, напевно, знову всіх знищить. І от вони виїхали за границю. Тепер, коли прийшла знову нова воля, коли прийшла реабілітація багатьох людей і багатьох навіть установ, отже і ми вирішили, що нам треба таки відновити свою церкву. І ми, проголосивши тут Петра Павла нашу церкву автокефальною, віднеслися до Царгороду, щоб царгородський патріарх прийняв нас під свою опіку. Наверное, он надеялся на другое. И есть сведения такие, что уже была договоренность между Яремой и покойным Стернюком Владимиром Униатским епископом. Мол, я еще не так быстро, но перейду, со временем и храм переведу, и приход. Но тут получилось другое. Когда мы увидели, что прям-таки уния идет большим шагом, много образовалось автокефальных приходов, особенно Ивано-Франковской, Тернопольской, частично и во Львовской. И мы прибыли туда к нему, и уже не было ему куда деваться, и он тогда пригласил Боднарчука возглавить эту церковь. Для придания видимой каноничности и расширения своих рядов раскольникам был крайне необходим архиерей. Таким стал отчисленный за штат епископ Иоанн Боднарчук. Он родился на Тернопольщине в униатской семье. В полной мере потерпел от сталинского режима, был депортирован в Казахстан, где и пробыл до 1953 года. Окончил Ленинградский духовный семинарию и академию. В 1977 был хиротонисан во епископа Житомирского и Овручского. Страдавший болезнью почек, Боднарчук неоднократно посылал прошение митрополиту Киевскому Филарету о переводе его на запад Украины, где в Драгобыче он имел собственный дом. Боднарчуку указывали на то, что вакантных кафедр там нет, но он продолжал настаивать. Тогда, 13 сентября 1989 года, его отправили для лечения за штат с обещанием вернуть в случае выздоровления. Он всегда себя вел как-то, как не от рода сего. Приедет там как-то поспешно, послужил как-то там, потом раз и уехал, и все, и всех бросает и едет. Тогда я не обращал на это внимания, но после как-то я вспомнил, что он, какое-то у него что-то в душе, какое-то было, видимо, ослабление или что-то у него было. Я не знаю, что у него было, но такой человек был как-то неординарного поведения. 22 октября 1989 года во Львове в церкви святых апостолов Петра и Павла бывший епископ Житомирский, вопреки церковным канонам, самовольно совершил литургию, за которой объявил об образовании Украинской автокефальной апостольской церкви греко-украинского обряда, а себя назвал ее первоиерархом. 1 ноября 1989 года он сообщил Московскую патриархию о своем выходе из состава иерархии Русской Православной Церкви, чем положил начало нового автокефального раскола в Украине. И он начал очень активную такую борьбу. И, знаете, она шла у него очень успешно. И, конечно, вот это знал, как говорить, как влиять, потому что он сам за это пострадал, был в ссылке.
Конечно, они зажигали своим словом, конечно, они шли за ним. И, конечно, да, вот Филарет нас собирал все категорически против всяких расколов, обличал неправду раскола, учил нас, наставлял твердо стоять. Вот. Я даже это слушал и так чуть не с разинутым ртом, простите. 30-31 января 1990 года в Москве состоялся архиерейский собор, заслушавший доклад митрополита Киевского и Галицкого Филарета о бывшем епископе Иоанне Боднарчуке. За свои раскольничьи действия Иоанн Боднарчук определением Священного Синода был лишен архиерейского сана и монашества. Все его священнодействия признавались недействительными, хиротонии безблагодатными, церковные распоряжения незаконными. Тогда собор вел этот Филарет, бо патриарх Пиен покойный был больной. И что-то зашло за автокефалию украинскую. Тогда все там архиереи сидели, никто. Я решил, дерзнул высказаться. Хотим мы того или не, вопрос рано или поздно придет о том, що нужно буде говорити об автокефалії, і ми повинні бути готові. Філарет в центрі сидів, я так збоку стою. Він на мене повернувся і говорить: а ви що, розкол хочете творити? Я говорю: ваше високопресвященство, він ще не був блаженнішим. Я не хочу розкол, я тільки боюсь за розкол. Ну, слава Богу, хоч это. Если бы я був знав, тогда я бы сказал: ты розкол створишь, а не мы. Несмотря на категорическое возражение митрополита Филарета, архиерейским собором Русской Православной Церкви от 30-31 января 1990 года украинскому экзархату была предоставлена широкая автономия и право именоваться Украинской Православной Церковью. Экзархат получил также право иметь собственный синод, которому принадлежала высшая судебная, законодательная и исполнительная власть. Это была мера человеческая, мера даже, может быть, политическая. Она себя не оправдала. Дело в том, что нам говорили: вот уступите в этом. Вот давайте автономию, там, давайте независимость, там автокефалию, там давайте украинский язык, там давайте чуть не флаг заносить государственный, да давайте там гимн государственный петь «Боже великий единый» в храме. Вы знаете, были случаи, что все это наши священники тайком делали. Ничего не помогло. В атмосфере беспрецедентной активности Украина готовилась к первым демократическим выборам в парламент и местные советы. 21 января 1990 года, в годовщину объединения Украинской Народной Республики с Западной Украинской Народной Республикой, Народный рух Украины организовал от Львова до Киева невиданную человеческую цепь. В этой манифестации приняло участие около 800 тысяч человек. В марте 1990 года в результате победы на выборах в местные советы к власти в западных регионах Украины пришли национал-демократы. Благодаря этому униаты и автокефалисты отныне получали практически неограниченную поддержку властей.